Здравствуйте! Мы преподаватели, организаторы по начальной военной и технологической подготовке Шуйского района разрабатываем вот такие видеоролики для проведения дистанционных уроков с учащимися во время карантина. Жамбылская область, Шуйский район. Здравствуйте, учащиеся! Тема сегодняшнего урока – экстремизм и терроризм как угроза национальной безопасности. Цели урока – довести до учащихся сущность экстремизма и его крайние формы, терроризма, причины их возникновения, объяснить учащимся степень опасности экстремистских проявлений и актов терроризма, формировать культуру безопасности жизнедеятельности человека. Терроризм – это нарушение правил, подрыв безопасности, незаконный захват власти, вооруженные восстания, осуществление террористической деятельности и его публичное оправдание, создание любых видов розни, унижение национального достоинства. Что такое терроризм? Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления, связанные с устрашением населения и другими формами противоправных насильственных действий. Еще в первом веке нашей эры на территориях, ныне занимаемых Израилем, действовала организация сикариев, которые ставили своей задачей убийство представителей еврейской знати, сотрудничавших с римлянами. Затем в середине века мусульманская секта ас-Сашафинов физически уничтожала представителей власти в Сирии. Примерно в это же время в Индии и Китае террористические методы практиковали всевозможные тайные общества. Подлинный ужас на представителей земель, которые сегодня входят в состав Ирана и Афганистана, наводила секта Исмаилит. На рубеже 20-21 веков терроризм проявил себя на высокоорганизованном международном уровне. Масштабные теракты произошли во многих странах. В США 11 сентября 2001 года атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон, унесшие жизни 2749 и 184 человек соответственно. В Испании в марте 2004 года серия взрывов в пригородных электричках Мадрида, в результате которых погиб 191 и ранены более 1900 человек. В Великобритании в июле 2005 года взрывы в Лондоне, 56 погибших и свыше 800 раненых, теракты в Ираке и Афганистане и так далее. Отличительные особенности терроризма. Терроризм порождает высокую общественную опасность, публичный характер, преднамеренное создание обстановки страха, подавленности, напряженности и психологическое воздействие. Современный терроризм – это мощные, разветвленные и хорошо организованные структуры. В настоящее время в мире насчитывается около 500 террористических организаций. Международный терроризм – это хорошо отлаженная система взаимосвязи между террористическими организациями всего мира, каждая из которых хорошо структурирована, имеет надежные каналы поступления финансовых средств и оружия, пользуется популярностью у некоторых слоев населения и выступает на стороне сил сепаратизма и децентрализации. Основные принципы противодействия терроризму и экстремизму. Первое. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Второе. Законность. Третье. Неотвратимость наказания. Четвертое. Комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму и экстремизму. Пятое. Приоритет мер предупреждения. Шестое. Конфиденциальность сведений. Седьмое. Минимизация или ликвидация последствий. Восьмое. Соразмерность мер противодействия степени общественной опасности. Дорогие школьники, человечество столкнулось с самым коварным и беспощадным хищником – террором. Для террориста не существует моральных правил. Он фанатик
и его переубедить словами нельзя. Что делать, если вы оказались в заложниках? Не выделяйтесь и не сопротивляйтесь. Не пытайтесь бежать. Постарайтесь оценить обстановку и избегайте необдуманных действий. Не оказывайте сопротивления. Как можно быстрее постарайтесь взять себя в руки всеми силами, подавить в себе панику и, насколько это возможно, успокоиться, подготовиться к моральным, физическим и эмоциональным испытаниям, говорить спокойным, ровным голосом. В результате напрашиваются следующие выводы. В государстве должна быть система борьбы с терроризмом. Терроризм – это общественное зло. Необходимо учиться правилам поведения при угрозе и проведении террористического акта и психологически быть готовым к действиям в опасных и экстремальных ситуациях. Установка на выживание.